Добро пожаловать на нашу передачу, и в этой серии мы будем говорить сразу о нескольких темах. И первая тема – это наш разговор о великом человеке. Он начал свою жизнь своей старательностью, энергией и пылом. Он женился, после этого доучился, получил высшее образование. Он окончил медицинский факультет. Он учился в Канаде, а работал в Великобритании. Он учился в лучших университетах, получил самые высшие дипломы, а после этого в течение нескольких лет работал в лучших больницах мира. Потом он вернулся в свою страну вместе со своей благородной женой, чтобы начать новую жизнь, обычную рабочую жизнь. И его положение было таким же, как и у любого другого молодого человека, который недавно получил высшее образование. В самом начале его жена сказала ему: «Абу Суайб, это не наше место. Наше место совсем не здесь. И мы пришли сюда не для того, чтобы сидеть просто так. Ты учился и получал знания не для того, чтобы просто просиживать здесь. И я тоже получала знания не для этого. Мы были созданы для чего-то большего». И так они говорили друг с другом, обсуждали, какова же цель и интерес в их жизни. И он спросил жену: «А в чем твой интерес?» «В том, чтобы ходить по земле и призывать людей к Всевышнему Аллаху. А у тебя?» «Мой интерес такой же, как и у тебя. Я бы хотел доносить религию Аллаха до жителей земли. Что ты думаешь насчет того, чтобы отправиться в Восточную Азию? Если мы поедем туда, я буду преподавать и призывать людей к Аллаху. Ты тоже будешь работать врачом и будешь делать да'ват». Таким образом, у обоих супругов были одинаковые интересы и заботы. И как же прекрасна та семья, которая начинает свою жизнь с такой возвышенной цели, с того, чтобы распространять религию Аллаха на земле. В тот момент к ним пришла жена ныне покойного амира Кувейта, шейха Джабира, да помилует его Аллах. Его жена пришла к тому человеку, которого звали доктор Абдурахман Ас-Сумейт. Тогда он был еще молодым человеком. «У меня есть некоторая сумма, и я бы хотела, чтобы на них ты построила мечеть в Африке. И я хочу, чтобы ты лично, доктор Абдурахман, контролировал эту постройку». Он сказал: «Хорошо, а где именно в Африке?» «Африка. Пойдем посмотрим, что там есть в Африке». Этот человек отправился в африканское государство, в котором раньше он не был, чтобы построить там мечеть. А увидел такое, что даже и не предполагал увидеть. Он увидел нечто странное. Он обходил деревни, при этом продолжая контролировать строительство мечети. Он посещал города, разговаривал с людьми, которые были этническими мусульманами. Но он увидел нечто удивительное и странное. Мусульмане, которые совсем ничего не знают об исламе, которые даже не знали суру Аль-Фатиха, и при этом они считают себя мусульманами. И при этом они, так называемые мусульмане, они не знают, как делать намаз, как держать уразу, как совершать омовение. И при этом они считают себя мусульманами. И таких мусульман там очень много. Там находятся миллионы мусульман. Но, к сожалению, они ничего не знают об исламе. Только его название. Он огорчился, он начал плакать. Он сидел грустный и расстроенный. Он видел, что они совершают запрещенные и мерзкие, развратные вещи. Даже в мечети они совершают порицаемые действия. Они ничего не знали об исламе. И это были мусульмане. Что же касается местных не-мусульман, то он увидел тех, которые поклонялись идолам, истуканам, камням, деревьям, планетам. Вот тогда-то, то, о чем он когда-то слышал и читал, он увидел собственными глазами. Он видел активных проповедников-миссионеров, которые обращали целые деревни в христианство. Он вернулся в свою страну, и его сердце переполняло печаль. Он не мог себя сдерживать. Что же мне делать? Кому мне излить свою печаль? Моей жене? Суайб? О, жена моя, посмотри, что я увидел. Взгляни, что происходит с исламской уммой. Посмотри, что случилось с мусульманами, которые сотни лет назад были в исламе, а сейчас не знают об исламе ничего. Возможно, эти мусульмане сегодня поклоняются идолам. Посмотри, о Суайб, что же произошло? Его печали увеличивались. И в тот-то момент доктор и решил начать новую жизнь, другую жизнь. Не такую, какую хочет тот, кто получил медицинское образование за границей и вернулся к себе на родину. Нет, доктор Абдурахман решил дать развод этому миру, чтобы отправиться на земли бедности, на земли голода, на земли жажды,
на Черный континент, чтобы остаток своей жизни жить в тех местах. Давайте посмотрим сюжет, который описывает часть жизни этого доктора. И после этого мы продолжим наш рассказ о жизни этого человека, подобного Великой горе. Шейх Абдурахман ас-Сумейд родился в 1948 году. Он получил диплом бакалавра по медицине и хирургии в Багдадском университете. Потом он отправился в Канаду, чтобы получить специальность врача по внутренним болезням. Он работал врачом в больнице при медицинском факультете королевы в Лондоне. В 1979 году, еще до того, как мы вернулись в Кувейт, моя жена, Сувайб, сказала мне: «Абдурахман, ты можешь работать врачом где угодно. Почему ты возвращаешься в Кувейт?» И мы решили поехать в Африку. Мы слышали, что там плохое положение. Но то, что я там увидел, было ужасно. Он отправился в Африку, организовал комитет мусульман Африки. На своих плечах он нес и гуманитарные дела, и призыв к Всевышнему Аллаху. Я пришел к вам во второй раз. И это доказательство того, как сильно я вас люблю, и как эти братья любят вас. Мы преодолели очень большое расстояние. Мы пришли со страны, которая отсюда дальше, чем Момбаса. И клянусь Аллахом, они пришли только потому, что любят вас ради Аллаха и считают вас своими братьями. Более 30 лет шейх Абдурахман ас-Сумейд провел на Черном континенте. Из-за его благого нрава и даавата он стал причиной принятия ислама более чем 10 миллионами человек. Я был на севере Кении. Там была сильная засуха. Я был вынужден купить литр грязной воды, коричневого цвета, цвета глины, за 4 саудовских риала. Чтобы мы призывали к Аллаху с мудростью и вернулись к исламу. Шейх Абдурахман ас-Сумейд достиг того, что было не под силу целым государствам. Мы продолжаем сражаться своими силами. У нас нет дипломатической неприкосновенности, как в Кувейте, что могло бы защитить нас от проблем. Он построил 5500 мечетей, раздал 7 миллионов мусхафов Корана на арабском языке и переводу смыслов Корана на различных африканских языках. Он опекал более 50 000 сирот, которые выучились на врачей, инженеров и адвокатов. Он построил 840 учебных заведений, начиная с детских садов и кончая университетами, в которых учатся более полумиллиона студентов и студенток. Он выкопал более 12 000 колодцев и построил около 90 поликлиник и больниц. Также он открыл в Африке 10 радиостанций. Вначале я благодарю Аллаха, затем благодарю всех моих братьев и сестер, которые смотрят на меня, которые поддерживают нас. Я никогда их не забуду. И мы тоже не забудем тебя, доктор Абдурахман. Мусульмане тебя не забудут, и история запишет твою прекрасную биографию золотыми чернилами. Доктор Абдурахман начал свою жизнь в Африке. Его дети были еще маленькими. Он начал заниматься призывом вместе со своей женой. Они работали вместе, рука об руку. Иногда он мог идти, как он мне рассказывал, по болоту, не зная, какие в нем находятся животные, пресмыкающиеся, или даже крокодилы и змеи. Он шел по болоту, и на поверхности воды видна была лишь его голова. Таким образом он шел, чтобы попасть в другую деревню и донести до людей религию Всевышнего Аллаха. Иногда он долго ходил пешком. Между двумя деревнями могло быть 200 или 300 километров, и не было машины. И все эти 200 или 300 километров не было машин. Он шел пешком на своих ногах. Иногда он мог не пить воды в течение 2 дней. Ее просто не было. Еда кончалась, вода тоже, и он был вынужден терпеть. Но он продолжал идти. Куда же ты идешь?
С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал: «О мой народ, последуйте за посланниками, последуйте за теми, кто не просит у вас награды и следует прямым путем». Он хотел жить там до самой своей смерти. Он даже не имел намерения возвращаться. Однако Аллах предопределяет то, что желает. Иногда доктор Абдурахман мог идти мимо селений или районов, где закончилась вода, и вместо водных источников была лишь тина и глина. Вы видели глину? Везде глина. И он был вынужден удалять с нее помет и грязь, и потихоньку очищать воду, чтобы выпить, и как-то утолить свою жажду. Ради чего? Ради голодной уммы. Из-за того, что умма жаждет. Из-за того, что религию уммы покупают за еду. Сколько селений сменили свою религию, ради чего? Ради куска хлеба, ради глотка воды. Именно это пугало и тревожило доктора Абдурахмана. Исламская умма в тех местах. Кто охраняет ее религию? Кто охраняет ее вероубеждение? Представьте себе, он рассказывал, что в один из дней он шел в красном арабском платке. Он увидел какую-то женщину, которая несла маленькую девочку. Она сказала: «Я не знаю, что с ней. Дай-ка мне этот платок». «Это моя одежда». Она сказала: «Ты можешь мне ее дать?» Он спросил: «А что ты хочешь с ней сделать?» На что она ответила: «Я похоронила 2 своих детей, и эта 3-я умерла у меня на руках. Мне нужно что-то, во что ее можно завернуть и похоронить». Просто представь, сколько детей умерло перед его глазами. Он хочет спасти их, но не может. Он просил свою жену и дочерей поторопиться, потому что в одной деревне голод, и люди давно ничего не ели. Он говорит: «Я узнал, что в одной маленькой хижине находится женщина с детьми, и они уже не ели 3 дня». Он рассказывал: «Когда мы зашли к ней и увидели ее, я сказал жене и дочерям: быстрее принесите еды, чтобы они что-нибудь поели». И та мать, которая сидела в хижине, сказала: «Мы-то ладно, мы не ели всего 3 дня. Вы идите в ту хижину, которая находится за нашей. Они не ели уже больше недели. Идите к ним». Этот человек жил заботами нашей уммы. Когда ты сидишь с этим человеком, у тебя увеличивается иман. Клянусь Аллахом, ты знаешь, что он 30 лет провел в Африке. Сколько людей приняли ислам через него? Даже если ты приведешь к исламу одного человека, это будет для тебя лучше, чем весь этот мир и все, что в нем. Так что можно сказать о человеке, который подобен доктору Сумейту? Через него приняло ислам более 10 миллионов человек. Более 10 миллионов. А теперь представь, сколько у них потомства. И сколько их всего будет до судного дня. И все они находятся на чьих весах? На весах того, кто указал им на благо. Сколько плакал доктор Абдурахман. Сколько бессонных ночей он провел. Как он голодал, как он страдал от жажды. Сколько он болел. Сколько времени он провел в постели. За сутки он мог принять 20-30 таблеток. Не считая инъекций, которые он делал себе от болезней, которыми заболевал. Потому что он был в селениях, которые кишили этими болезнями. В них было полно насекомых и паразитов. И вместе с тем он терпел. Терпел ради чего? Ради великого дня. Дня, когда люди предстанут перед Господом миров. После небольшой паузы мы вернемся и поговорим о жизни этого великого человека, который подобен горе, и расскажем вам немного из того, что он делал ради этой уммы. Доктор Абдурахман ас-Сумейт зашел в одно селение. Он призвал людей к Всевышнему Аллаху. Естественно, ведь это была его работа. Гуманитарная помощь, благотворительные проекты, а также призыв к исламу. Как широко он распространил единобожие по той земле. Сколько раз он запрещал им совершать ширк и повелевал поклоняться одному Аллаху, так, как этому призывали все пророки. Он вошел в одну деревню, и та деревня на тот момент переживала засуху. И вот вождь пришел к доктору Абдурахману и сказал: «Если ваша религия истина, попроси у своего Господа, чтобы Он послал нам дождь. И если дождь пойдет, все мы уверуем. И если же дождя не будет, то мы не поверим тебе». Доктор сказал: «Не проси у меня этого. Это дело Всевышнего Аллаха. И управляем этим не ты и не я. Мы не можем приказывать, чтобы дождь пошел». Он сказал: «Да, но ты попроси своего Господа». Шейх Абдурахман сказал: «Я могу попросить, но он может не ответить из-за моей слабости. Не из-за того, что у меня неправильная религия. Моя религия истина, а из-за того, что я слаб». Он сказал: «Нет, такие вещи ты не можешь говорить. Либо ты просишь и Аллаха, и идет дождь, либо уходи отсюда». Доктор Абдурахман рассказывает: «Я оказался в затруднительном положении. Как же мне поступить? Меня заставили это сделать. Я поднял руки, обращаясь ко Всевышнему Аллаху.
Я покорился Аллаху и искренне взмолился Ему. Когда он говорил свою дуа, в том числе он сказал: «О Аллах, не лишай людей милости этой религии из-за моих грехов. Я знаю себя, я знаю истинную сущность своей души, но не лишай людей возможности принять ислам из-за моих грехов». И он рассказывал: «Я молил Аллаха, я умолял и просил о помощи. Мои товарищи боялись, что ничего не произойдет. Но не прошло и часа, как появились тучи, и пошел дождь, который омыл всю деревню. Естественно, вождь племени уверовал, и все племя приняло ислам. По чьей милости? По милости Всевышнего Аллаха, который подчинил для своей религии подобных людей, этих героев. Ты можешь увидеть, что его дом в Кувейте очень простой. Он не собрал ничего в этой дуне. Он не собрал имущество в этом мире. Когда он сидел со мной, он рассказывал: «Мои друзья, которые вышли вместе со мной 30 лет назад, а в то время врачей в Кувейте было мало, врачи у нас тогда были редкостью». Он говорит: «Альхамдулилля, Аллах обогатил их. Один получил высокие чины, у другого много денег. Они владеют многими зданиями. Альхамдулилля. Аллах много чего дал им. У меня же, альхамдулилля, нет ничего, кроме этого старого дома. Но у меня есть жена, есть дети и внуки, которые для меня как вся эта дунья. У тебя, доктор Абдурахман, есть целая мусульманская умма, которая делает дуа за тебя, когда болезнь приковывает тебя к постели. У тебя есть миллионы африканцев, которые стоят ночью в намазе и молятся за тебя. У тебя есть десятки или даже сотни тысяч сирот, которые что-то едят, делая дуа за того, кто помог им этой едой. У тебя, доктор Абдурахман, есть миллионы жителей земли, которые сегодня делают за тебя дуа в земном поклоне. У него есть внучка, он брал ее с собой прошлым летом. И по милости Аллаха она закончила учебу в прошлом году с отличием. За это она поехала в Африку и делала да'ва. Смотрите, какими Аллах сделал его детей. Она вернулась из Африки после того, как ислам через нее приняло 27 человек. Представьте себе, ребенку 13 лет. Вот так он обучил своих детей. В один из дней он был со своей женой на Мадагаскаре. Он устал. Жена сильно болела. В том городе были большие проблемы с тем, чтобы вести да'ват, осуществлять проекты гуманитарной помощи и доносить религию. И как-то раз он сидел в старом деревянном доме. Он сидел со своей женой ночью во дворе. Он видел, что его жена болеет. Он переживал за нее. Он испугался, что она сильно заболела, что устала, что ей надоела такая жизнь. В наши дни какие у женщин бывают интересы? Посиделки, как они проводят время? А она уже долгие годы сидит с ним, в Африке. Он сказал ей: «О, Сухайб, я чувствую, что ты устала». Она ответила: «Абу Сухайб, о чем ты думаешь? Я хочу сказать, может ли быть так, что в раю мы почувствуем сладость жизни так же, как мы чувствуем ее сегодня? Можем ли мы почувствовать наслаждение в раю так, как мы чувствуем его в этом месте?» Что за наслаждение, о Сухайб? Теперь после тебя женщинам будет трудно подняться до твоего уровня, клянусь Аллахом. О Абу Сухайб, после тебя мужчинам будет трудно. Что же это за наслаждение? Когда вы сидите на болотах, в джунглях и пустынях, в засухе, когда ты держишь чужого ребенка, чтобы накормить его и напоить. Африканская нация проживает свою жизнь, и у них нет никого, кроме доктора Абдурахмана Ас-Сумейта и подобных ему людей. Вот он пришел в деревню, где люди поклонялись идолу, и захотел объяснить им истинную сущность этого идола. Он сказал: «Разбейте идола». Они ответили: «Не трогайте нашего Бога». Он сказал: «Идите со мной». И он отправился со знатными людьми этого племени, а когда дошел до идола, ударил его по лицу. Люди закричали: «Что ты делаешь?» Они собрались вокруг него. Он подвергнул себя смертельной опасности. Его могли убить. Когда они собрались, они спросили: «Почему ты ударил нашего Бога?» Он сказал: «Что это за Бог, который не может защититься от того, чтобы его ударили?» Он взял себе за образец пророка Аллаха Ибрагима, который разбил идолов. И вот Ас-Сумейт, да сохранит его Аллах и исцелит, ударил идола, чтобы показать людям. И действительно, он привел их к религии Всевышнего Аллаха. Люди, 10 миллионов за 30 лет. Что же это была за жизнь, которую он посвятил Всевышнему Аллаху? Несколько дней назад мир сотрясла новая новость о нем. В Твиттере, в Фейсбуке, на всех форумах
И даже на обычных собраниях люди стали обсуждать новость об этом человеке. И не только в Кувейте, но и во всех странах Персидского залива, в арабских странах, в Африке. Все люди в мире спрашивали о нем. Представьте себе, везде люди спрашивали об этом человеке. Спутниковые каналы посвятили ему целые часы. Что же случилось? Он заболел. Его привезли в больницу, и сердце остановилось. Остановилось сердце человека, который сохранил жизнь мусульманской уммы на целом континенте. Как сказал Аллах, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Его привезли в больницу, и сердце остановилось на 10 минут. Потом Аллах вернул его к жизни, по милости, которую Аллах захотел для него. Несколько дней он оставался в бессознательном состоянии. Он очнулся ненадолго. Как вы думаете, о чем он спросил, когда он очнулся? О себе? О своей болезни? О своих детях? Он спросил о намазе. «Принесите мне воду или землю, чтобы я сделал таяммум. Я хочу помолиться». Потом он снова вошел в кому. И до сих пор его состояние остается тяжелым. Ему постоянно промывают почки, которые полностью отказали. Состояние нестабильное. Сегодня у него была повышенная температура. Он в коме, и его жизнь в руках Всевышнего Аллаха. От всех, кто знает сегодня этого человека и его достоинство для уммы в целом, а не для нас. Потому что для нас является фардуль кифая, донесение религии на африканский континент. От всех людей требуется сказать хотя бы аминь на дуа за этого человека. Хотя бы сделать за него дуа в земном поклоне. Хотя бы не забыть о нем, когда мы делаем дуа за любимых для нас людей. И мы должны, клянусь Аллахом, сделать дуа для этого человека. О Аллах, Господь людей! О Аллах, Господь людей, излечи его и исцели. Воистину Ты исцеляющий. Исцели, ведь Ты исцеляющий. И нет другого излечения, кроме как Твоего излечения, которое не оставляет болезни. Я прошу великого Аллаха, Господа Великого Трона, исцелить доктора Ас-Сумейта. Аллахумма раббан нас, адхибил бас, اشفي وأنت الشافي اشفي وأنت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم يا شافي ويا معافي اشفي شيخنا عبد الرحمن السميت اللهم يا شافي ويا معافي اشفي شيخنا عبد الرحمن السميت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. Я надеюсь, что эта болезнь будет передышкой для воина, и потом доктор с соизволения Аллаха опять займется своей деятельностью. И Аллах предопределяет то, что пожелает. Но возникает такой вопрос. Доктор Абдурахман Ас-Сумейт, человек из плоти и крови. Его положение такое же, как и наше. У него в сутках 24 часа, ночь и день, не больше, чем у нас. Этот человек, у которого есть эмоции и чувства, такие же, как и у нас. Мы чувствуем то же самое. Тогда вопрос. Почему ты зритель? Или почему ты зрительница? Почему мы не можем взять себе за образец подобных людей? Почему бы кому-нибудь из нас не подумать о том, чтобы стать как эти герои, которые столько сделали ради ислама? Еще до доктора Абдурахмана Ас-Сумейта были люди, реформаторы, которые оживляли эту религию. Они завоевали и открыли для ислама деревни и города. Они распространили ислам по всей земле. Почему бы тебе не стать одним из них? Что ты сделал для этого? Ты скажешь, 10 миллионов это много. Я скажу, что в наши дни с помощью техники ты можешь призывать к исламу
20, 30, 40 миллионов. Если ты, конечно, захочешь поставить цель в своей жизни и сделать так, чтобы твоя жизнь имела ценность. Если он покинет этот мир ни один день или час, он не потеряет. Каждый человек покидает этот мир только тогда, когда проживает в ней столько, сколько ему было предопределено, полностью получив свой удел. Однако есть разница между человеком, который жил ради религии, который прожил жизнь ради своей религии, который хотел умереть ради религии. Есть разница между ним и тем человеком, которого спрашиваешь: «Для чего ты живешь?» А он, к сожалению, отвечает: «Клянусь Аллахом, я не знаю». «Какая у тебя цель в жизни?» «Ей-богу, я не знаю». Чтобы спать, просыпаться, есть и пить? А он говорит: «Я не знаю». А есть люди, которые ведут джихад своим временем, имуществом и своими жизнями. Они жертвуют собой ради своей религии. Они щадят самого дорогого и ценного. Их кровь дешевая, их время дешево, их имущество для них дешево, как и их дети и семья. Они пожертвовали всем на этом пути. А что сделал ты? Подумай. У нас есть доктор Абдурахман ас-Сумейд. Да сохранит его Аллах и исцелит. И помимо доктора Абдурахмана есть еще сотни таких, как он, и даже тысячи. И пусть вся умма берет пример с подобных людей. Будь щедрым, о раб Аллаха. Старайся быть как эти люди, которые оставили после себя отпечаток в истории нашей уммы. И умма не забудет их. И люди будут делать за них дуа.